Попробуем сегодня с вами, ребята, поймать белого хищника на одном из перекатов реки Мокша. Перекат сам находится вот метров 20, наверное, там вот самая бурлилка ниже меня. Я на входе в перекат. Начнем отсюда, здесь покидаем, потом спустимся вниз и уже на выходе из переката тоже покидаем. Рыбалку начнем с воблера с заглублением SR. Он здесь проходит, ну, цепляется, но проходит с трудом. Значит, гипноз воблер от Pantone 21. Сегодня первый день, мне кажется, солнечно. До этого были дожди, было пасмурно. Время у нас, кстати, 9 часов утра. Или уже дня, не знаю, как хотите. Река молчит, всплесков нет. Поменяем воблер, не будем зацикливаться. Воблеров вон целая коробка. Поставим другой сейчас. А потом на поверхностные перейдем. Попробуем поймать на поверхностный воблер. Обловим, так скажем, разные горизонты. Ага, и вот первая рыбка, но это окунь. Хотя бодрая. Завела в траву. Ну, чтобы не слить, давайте подойду. Сейчас вытащу ее из травы. Не хотелось бы потерять первую рыбку. Нет, убежала. Убежала собака. Вот они какие хитрые. Завела в траву и слилась. Рыбка была бодрая, но поклевка была не головлиная. Поставил вот такого вот жука с лапками. Сейчас попробуем на него что-нибудь поймать. Летит он хорошо. Он абсолютно поверхностный, безлопастной. И на сносик его запустим. Но этот воблер скорее на активную рыбу, нежели на пассивную. А активности пока на воде никакой я не вижу. Есть, ребята. Ну-ка иди сюда. Блин, завел в траву. Давай, выходи оттуда. Завел в траву, блин. О, вышел. Но небольшая рыбка. Вот такой голавлик. Прям здесь, на потоке. Клюнул. Воблер
Чаби СССР-очка, потому что здесь по-другому никак. Даже не знаю, как его отцепить теперь. Прошу прощения, очень неудобно. Как бы спиннинг-то не утопить еще здесь. Все, вот такая рыбка, и отпускаем ее домой. Первая рыбка, надеюсь, не последняя. Вход в перекат дал нам одну поклевку со сходом, наверное, окуневую. Сейчас поэтому будем смещаться вниз переката. Ну и по дороге я вот облавливаю сам бурлилку, так скажем, сам бурный поток. Торчат пучки травы, дно полностью каменное, как будто выложено брусчаткой. И пучки травы стелятся такие. Так, это уже выход с переката. Сейчас попробуем здесь. Очень мелко, трава не дает проводить воблеры. Только СССР-ки. А у меня их 3, по-моему, штуки. Потому что на Мокше такой уровень воды я вижу первый раз. Может быть, когда-то и было, но я не видел. Есть. Да. Есть. Хорошая рыбка. Только чтобы не сошла. Нет, нет, пока не сошла. Это я с Валерием Викторовичем, он у меня тут на фидеры рыбачит. Если что, ребята. Глубже зайти не могу. Уже там глубина, ну-ка. Голавль. Хороший голавлик, ребятки. Ну как хороший? Среднестатистический, так скажем. Никак не могу его зафиксировать. Всего меня окатил. Вот такой вот. Да, проблема тут со спиннингом, куда деть. Стою по пояс в воде. Оба. Снял. Вот такая вот рыбка. Ребята, все, отпускаем его. Отлично. Продолжим разговор. Так, Валерий Викторовича там тоже подошла рыба. Он ловит там на 2 фидера. Клевал у него уклейка. Сейчас вот плотва подошла. Ну и мы будем надеяться, что у нас это не последняя поклевка. Облил все очки. Камеру вроде протер. Голавль хорошо ударил. Да. Повторюсь, наверное, воблеров с заглублением СССР у меня пару штук только. Поэтому будем их менять по кругу как-то.
Ух, еще один. Сошел. Но схватил. С тобой, дед, была поклевка еще одна. Но не засекся. Так, может расклюется. Время 11 час. Поклевку я не заснял, потому что уже думал, что никогда не клюнет. А вот вываживание, ребята, пожалуйста. Апстримом снова вот на такого жука клюнул офигенный голавль. Такой грамм, наверное, ну я не знаю, 700-800. Взвесить мне его нечем. Все, отпускаем. Хороший голавль. Поводок помятый. Взял он вот оттуда. Да. Просто до этого я уже кидал, блин, час с лишним, и поклевок, ну, были со сходом. Там мне интересно, как бы, и уже поднадоело, и я камеру не включал и проспал такую поклевку. Сейчас было два выхода на жука, точнее один сход и выход рыбы. Попробуем на воблер. Может быть, удастся доловить, потому что на жука больше не реагирует. Вон она, блин, кого-то сожрала эта рыба. Проводочки делаю апстрим. Нет, тишина. Накололась, наверное. Ага, вот была, блин, поклевка. Ну, такая больше похожая на езя. Помялся еще поводок, но менять мне его лень, потому что я сейчас уже буду заканчивать рыбалку. Уже 3 раза в этом месте атаковала рыба, но поймать я ее не могу. Есть. Но не крупная. Голавлик. Сменил воблер, поставил эсерку заглубление, потому что здесь трава и здесь трава. А здесь, я так подразумеваю, немножечко поглубже, и поэтому воблер эсерочка проходит. Попался голавль, но до этого выходила рыба крупнее этого. Ну и такому рад. Сегодня очень тяжело поймать поклевки на камеру. Клев никакущий, погода вот вроде только налаживается. Будем надеяться, что завтра
послезавтра будет лучше, чем сегодня. Сейчас я его постараюсь как-то освободить. Я в воде здесь стою, неудобно это все делать. Ну все запуталось. Стряхнул я его с крючка, но он крючком пробил вот шнурок от коробочки с воблерами. Поэтому сейчас буду это дело освобождать. Сделаю еще, наверное, несколько забросов и будем сворачиваться. Воблер был чабик, кстати. Ребята, кратенько, наверное, затягивать не буду тут. Рыбалка была трудовая, но все же удалось поймать несколько голавликов. Я очень рад, что наконец-то разловил вот этих вот жуков. С прошлого сезона они у меня валялись в коробке, и я не знал, где их применить. Но, оказывается, можно ими и даже на большой струе тоже поймать головля. Я думал, что это где-то там для каких-то затяжков, там где-то на тихой воде. Нет, на струе тоже хватает вот этих вот жуков. Вот. Значит, завтра, наверное, и послезавтра еще порыбачим на этом перекате. Поэтому подписывайтесь на мой канал, не пропустите следующие рыбалки. Пока-пока, увидимся на воде.